Для разных задач мы используем разные нейросети. Например, для генерации картинок мы используем нейросеть Midjourney, который по текстовому запросу предоставит вам какое-то изображение, как выглядела бы современная крымсарская архитектура. Он предоставляет вот такие результаты. Для генерации музыки мы используем Udio и Suno. Например, вы можете просто зайти на сайт Suno, написать любую музыку, какую вы хотите, описать ее, и нейросеть попытается на основе вашего текста создать песню. Существуют сферы, которые искусственный интеллект захватывает уже довольно-таки быстро. К примеру, это копирайтинг и программирование, да, где модели, которые умеют кодить и писать текст, уже вытесняют начинающих программистов. Я предлагаю начать пользоваться современными сервисами, будь то ChatGPT и прочие, Perplexity, допустим. Попробуйте погенерировать аудио, попробуйте погенерировать видео. Только начиная знакомиться с этими моделями и экспериментируя, вы поймете, как вы уже сейчас можете внедрять их в свою жизнь. И, возможно, оцените какие-то риски, которые вас ожидают.